Hello, hello. Это я здороваюсь с вами по-английски. Привет или здравствуйте на английском языке звучит именно так. Hello. Давайте все вот эти разговорные фразочки, которыми я с вами делюсь, записывать себе в конспект, во-первых. Во-вторых, конечно же, проговаривать. А в-третьих, пользоваться ими сразу же в нашем чате, в этой интерактивной комнате, чтобы поприветствовать меня, не откажусь, и ваших однокурсников, тех людей, которые будут проходить этот урок также вместе с вами. Поэтому hello, hello. И, конечно же, хотелось бы сразу же вам сказать следующую фразу. Nice to meet you, nice to meet you. Nice to meet you. Приятно познакомиться с вами или приятно встретить вас. Nice to meet you. Очень-очень-очень приятно встретить вас, приятно познакомиться с вами. Меня зовут Анастасия Божок. Я ваш учитель по английскому, и я с удовольствием приветствую вас на нашем уроке по теме английских времен. Сразу же хотелось бы сказать, что вам несказанно повезло. Я поздравляю вас по этому поводу. Вы можете спросить, а почему же это вам так повезло? Ну, вообще, потому что вы такой замечательный, прекрасный человек, который стремится к знаниям, стремится к росту и развитию. Это просто по определению вам очень повезло. Вы отличаетесь от многих, и я очень рада тому, что мы с вами здесь, и я имею дело с таким человеком, как вы. Поэтому nice to meet you, приятно познакомиться с вами. Ну, а если иметь в виду именно тот повод, который прямо в данный момент имеет место быть, это заключается в следующем. Дело в том, что вот этот урок по английским временам у нас всегда проходил только в формате вебинара, без практики, какой бы то ни было серьезной. То есть что-то наподобие там было этой практики, но это был просто вебинар, обычный вебинар. А сейчас этот уникальный урок, на котором вы сейчас находитесь, будет самой, что ни на есть, настоящей практикой по английским временам. Вы уже будете строить простые, но абсолютно полноценные предложения. Это просто очень-очень здорово, и вам с этим несказанно повезло. Вы будете слушать теорию и тут же попрактиковаться. Ура, ура, ура! Это происходит впервые, и это полнейший эксклюзив, так сказать. Вот. Итак, значит, тема у нас английских времен. Конечно же, времена – это не все, из чего состоит английский язык, естественно. Там еще много различных конструкций, грамматических правил, выражений и так далее. Всего-всего-всего. То есть это такая большая, обширная система, но времена занимают там очень-очень-очень важную роль. Поэтому это очень важная тема, которую мы с вами сегодня отработаем очень-очень-очень хорошо. Ну, конечно же, вы достаточно разумны, чтобы понимать, что за пару уроков мы не научимся говорить по-английски свободно. Именно потому, что английский – это не только времена, это не только вот то, что будет сегодня у нас встречаться в этом уроке. Для того, чтобы научиться говорить по-английски свободно, нужно, мягко говоря, побольше времени, конечно же, и гораздо больше многогранной отработки различных навыков. Вот именно поэтому я создала курс специальный для тех, кто хочет пошагово изучать английский язык. Пошагово, то есть step by step, шаг за шагом, step by step. Это вообще моя мантра в обучении. Я уже давно поняла, что такие комплексные навыки, как владение иностранным языком или другие такого же порядка, нужно осваивать step by step, шаг за шагом, шажочек за шажочком, и только тогда можно дойти к действительно классным, суперским результатам. Вот. А, кстати говоря, о том, как эффективно изучать английский язык, помимо того, что у вас есть возможность попробовать изучать английский язык так пошагово, как я вот это делаю со своими учениками. Вас ждет бесплатная серия уроков, очень-очень полезная, очень-очень нужная. Поэтому, пожалуйста, не пропустите ее, она просто вот для вас лежит абсолютно бесплатная. И также после 2 уроков этой серии вас ждет урок по рекомендациям по эффективному изучению английского. Это просто я от всей души, от вообще вот всего-всего-всего самого лучшего в себе вам подготовила для того, чтобы вы знали, как эффективно изучать английский язык. Вот с удовольствием поделилась с вами там самыми лучшими своими наработками за всю свою преподавательскую деятельность, поэтому его, пожалуйста, тоже не пропустите, обязательно посмотрите. Он просто для вас от души вам подарен, поэтому
возьмите его, раз уж он просто так вот лежит, вас там дожидается. А сейчас я хотела бы рассказать вам о том, как же будет у нас проходить обучение, чтобы вы ничего не упустили из этого замечательного урока, чтобы вы взяли 100% по максимуму из него. Итак, это урок теоретическо-практический, как вы уже знаете, поэтому приготовьтесь, что вы будете не только меня слушать бесконечно, а мы будем с вами брать маленькие кусочки теории, которые вы будете видеть либо здесь, где вы видите меня сейчас, я буду вам что-то вещать, обращаясь к слайдам, которые будут в серединке этой страницы, этой интерактивной комнаты нашей, либо видео с теорией будет появляться в серединке страницы, и там я буду показывать вам запись своего экрана, как я вожу мышкой, рисую всякие рисунки для вас и так далее. Если мне нужно, чтобы вы на что-то конкретно обратили внимание на том или ином слайде. После этого вы сразу же будете приступать к заданиям, к практическим заданиям, где вы будете составлять полноценные предложения на английском. Простые, но полноценные абсолютно. После этого, после того, как вы заканчиваете блок упражнений, я снова включаюсь вот здесь, в левом уголочке, и мы с вами начинаем разбор и осмысление тех заданий, которые вы сделали. Разбор и осмысление – это неотъемлемая часть практики. Она делается для того, чтобы интегрировать все знания в разуме, да, расставить их по полочкам и как бы закрепить их. Поэтому это необходимая часть. Это очень-очень важно. Вот так будет происходить у нас обучение. И так как у каждого, кто проходит этот урок, разный уровень английского, то урок составлен так, чтобы с ним мог справиться как человек, у которого уже есть определенные знания в английском, но, например, нету системы в этих знаниях или нету навыка, просто есть какие-то теоретические навыки, теоретические знания, но навыка практического нет. И такой человек справится с этим уроком. И также человек, который, например, никогда не изучал английский вообще. Потому что это универсальный урок, вас много, да, урок один, поэтому его нужно было сделать такого формата. А здесь мы будем делать это так, у вас будет иногда выбор сделать каких-то заданий побольше или поменьше, в зависимости от того, как у вас получается, как вы чувствуете. Да? Вот, поэтому в этом плане выбор будет. Из-за того, что уровень у всех разный, и тема такая большая и обширная, конечно же, мы не сможем все нюансы отработать. Это просто невозможно, это перегруз мозга, это будет бесполезно, потому что мне нужно не просто вылить на вас всю теорию, мне нужно, чтобы вы по окончании этого урока умели конкретные вещи, да, на определенном уровне умели делать конкретные вещи, умели составлять конкретные предложения, умели видеть разницу между вот этими временами, так сказать, и так далее. Поэтому в этом уроке мы все предложения будем составлять на базе простых глаголов и местоимения «я». То есть мы будем говорить «я пью чай каждый день», например, или «вчера я пил чай» и так далее. То есть про себя будем любимых говорить, потому что обычно в разговоре мы и про себя любимых и говорим все время. Вот, поэтому это как раз-таки очень актуально. В общем-то, я рассказала вам все о том, как будет проходить наш урок. Еще раз помним, мы двигаемся с вами step by step, по шажочку, step by step, потому что только так можно прийти к реальным, классным, суперским результатам, чего я для вас искренне желаю. Кстати, хочу познакомить вас с моим помощником, нашим красным дракошей. Это дракоша, это символ нашей международной школы по английскому языку Dragon English. Он почему такой красный? Потому что он в свое время наделал много-много-много-много ошибок, научился с них всему, чему должен был научиться, и теперь он мастер по английскому языку, мастер дракоша, но вы знаете его путь. Без ошибок не наработать какого-либо комплексного, достойного, хорошего навыка. Поэтому будьте как дракоша. Несмотря на то, что он ошибался, он всегда был вот такой веселый, такой спокойный. Он принимал ошибки как необходимую часть процесса обучения, и поэтому ему всегда было все замечательно. Он всегда наслаждался процессом, и ему всегда нравилось учиться. Вот мы хотим, чтобы у вас было абсолютно так же. Поэтому вспоминайте о дракоше, он теперь и ваш символ тоже, потому что вы учитесь у нас.
The dragon приветствует вас с удовольствием и желает вам приятнейшего обучения. И сейчас мы с вами приступим к первому кусочку теории, который запустится у вас прямо здесь после этого видео. Сохраняем позитивный настрой, как дракоша, вот здесь. Улыбаемся, наслаждаемся процессом, двигаемся вперед, растем и развиваемся. Итак, вперед!